Осенняя сессия объявляется открытой. Уже по традиции первое заседание Народного собрания начинается с гимнов России и Ингушетии. Юнусбек Евкуров поздравил парламентариев с началом сессии и отметил, что от них, как и прежде, требуется грамотно выстроенная работа, качественные законы, которые будут только упрощать жизнь населения. Глава республики также подчеркнул, что одна из основных задач законотворческого органа – непрерывный диалог с жителями. Перед нами стоят ряд важных задач, в том числе и это обновление нашего законодательства действующего, осуществление постоянного мониторинга реализации ключевых законов, затрагивающих интересы жителей, ну и до создания новых стимулов экономического развития республики. Мы должны с вами, в том числе ряд законов, принятых на федеральном уровне, просмотреть и эти законы уже в совершенстве уже как бы реабилитировать, что ли, или там довести до населения республики и провести такую там с правовой инициативой работу с населением. Как эти законы нужно соблюдать, как по ним работать и где человек должен найти выгоду в этом законе именно. Почему? Потому что любой закон, он в своем большинстве издается для того, чтобы народу, населению было легче. Особое внимание Юнусбек Евкуров уделил законопроекту по принятию регионального бюджета на следующий год. Несмотря на то, что собственные доходы республики растут, вопрос с дотационностью все так же актуален. Поэтому на депутатов ложится задача разработать качественный документ с грамотно распределенными средствами. Над этим бюджетом надо будет работать, и просил бы парламент и профильный комитет заняться этим вопросом буквально там уже с завтрашнего дня. Не ждать там октября, декабря, ноября, декабря, а именно завтрашнего дня, чтобы мы уже к концу сентября увидели какой-то результат, проект, и уже могли бы в течение октября, уже дальше уже в Москве и в правительстве Российской Федерации, в Минфине России, и с участием и с помощью полпреда обосновывать, доказывать и показывать. Как отметил председатель профильного комитета парламента, в этом направлении работа уже начата. Практика публичных и парламентских слушаний по этому поводу будет продолжена. Это хорошая возможность практически всем регионам разрешить проблему. Глава республики озадачил Народное собрание в том, чтобы бюджет на 2018 или 2019-2020 годы был проработан полностью по всем социальным направлениям. В связи с этим, как профильный комитет, который занимается непосредственно формированием и рассмотрением бюджета, мы уже обговорили с Минфином Республики Ингушетия по созданию рабочей группы, по созданию взаимодействия для того, чтобы сформировать бюджет на 2018 год, чтобы туда отразить все наиболее значимые проблемы, вопросы, чтобы у нас минимизировать те замечания и предложения, которые были в этом году. Работать до упора, с этим девизом и продолжим работу, отметил председатель Народного собрания. Зелимхан Ивлоев поделился, что во время каникул депутатам некогда было отдыхать. Многие выезжали на различные мероприятия республиканского масштаба и участвовали в решении некоторых социальных проблем. Уважаемые депутаты, уважаемый Юнусбек Баматкеевич, я знаю так же, как и вы, Юнусбек Баматкеевич, что эти парламентские каникулы немногим из нас удалось полноценно отдохнуть. В том числе из-за проверок готовности школ к новому учебному году, встреч с избирателями и приемов граждан по личным вопросам. При этом в нашем осеннем портфеле есть серьезные законодательные инициативы. На встрече также поднимают и актуальные вопросы, которые сегодня стоят перед республикой. Проблемы с водоснабжением во многих населенных пунктах и последствия недавней спецоперации, прошедшей в Псидахе. Вот они вчера были уничтожены, обосновались в одном из населенных пунктов в Псидахе. И здесь тоже вопрос к органам власти, поэтому я с депутатами переговорил, там, жителями села переговорил. АТК провели вчера города и района. Разбор надо сделать, почему и как. Почему эти люди находят поддержку у населения. На каком основании. И мы, конечно, сделаем все возможное сегодня с органом правопорядка, чтобы привлечь всех пособников уголовной ответственности по воде. Вот депутатам Малгобекского района замечательно в этом плане, если можно выразиться. Мы попросили Роснефть, пошел нам навстречу Игорь Иванович Севчин, выделим 300 миллионов рублей на то, чтобы мы минимизировали угрозу с водой. И тогда я ставил задачу главам муниципальных образований, сельских поселений,
подойти, потому что указывали там Киево, сельское поселение. И все вот сказали, вот если это сделать, тогда будет все нормально. Оказалось, нет. Когда вот это уже сделали, получилось, что в Киеве неправильно сделали. И здесь отсутствие полностью депутатского контроля. А далее депутаты приступили к рассмотрению законопроектов и инициатив из Федерального центра и других регионов. Индира Манкиева, Майрбек Миржоев, Новости 24.